Студия Романа Пестерева представляет. Третий день пятого фестиваля студенческого спорта среди федеральных университетов начался со второй серии игр по стритболу. Игра, в принципе, легкая, но не очень. Все-таки игроки старались. Мы с ними уже не раз встречались. Мы играли против них по СБ. А в этот раз встретились на стритболе. Мы знаем то, что Сибирский университет очень сильный и Северокавказский. Будем бороться. Первая игра у нас самая сложная была. Мы играли против ДВФУ и еле как выиграли на 1 очко. ДВФУ мы тоже думаем, что поборются за призовые места. Большее количество участников соревнований по стритболу постоянно занимается баскетболом, поэтому практически каждая команда неплохо подготовилась для того, чтобы дать достойный отпор своим соперникам. Где-то есть из 9 7-8 команд достаточно равных. Очень тяжело с всеми играть. Все очень хорошие ребята собрались. Боремся фактически в каждой игре. Играли 4 игры, 3 выиграли, 1 проиграли. После перелета как-то не очень хорошо себя ощущаешь, конечно. У нас сейчас в Ростове 4 часа утра. Состояние немножко непонятно. А так, в общем, подготовлены достаточно нормально. По итогам соревнований, женская сборная Северокавказского федерального университета на сегодняшний день идет без единого поражения и имеет в копилке 12 очков. Лидерами среди мужских команд является сборная Сибирского федерального университета с 11 очками. Напомним, что заключительные матчи по стритболу пройдут 22 октября. А в это время в плавательном бассейне Чолбон проходило награждение пловцов. Все участники довольны проведенным мероприятием, особенно те, кто занял призовые места. Пробыла не по своим лучшим результатам, но заняла первое место на 50 баттерфляй. В общем, довольна. Бассейн очень-очень хороший, организация просто супер, нам все очень-очень нравится. Я плыл 50 и 100 брас, занял 2 вторых места. Еще мы выступали в комбинированных эстафетах. 4 по 50 мы выиграли и 4 по 100 тоже мы выиграли. Приехали одни из лучших спортсменов России, по моему мнению. Так что очень сильные соперники были. Награждение прошло в активном темпе. Многие участники заняли призовые места. Нужно отметить, что все хороши в своих дистанциях и показали отличную технику. Все команды очень сильные были. Но лучшими у нас является Дальневосточный федеральный университет. На 2 место вышла команда Сибирского федерального университета. 3 место Северокавказский федеральный университет. Команды все очень хорошо подготовились. Наш университет занял 6 место. Также сегодня подошел к завершению 2-дневный турнир по русским шашкам, в котором приняло участие 42 лучших шашиста из 7 федеральных вузов. К нашему счастью, приехали очень сильные команды. Нас это радует. В составе команд есть много мастеров спорта, чемпионов России, чемпионов мира. Например, в команде Сибирского федерального университета играет Журавская Юлия Владимировна. Она мастер спорта, действующая чемпионка мира среди женщин. В Уральском федеральном университете тоже среди юношей играет 3 мастера спорта. Очень сильный состав. И поэтому мы заранее знали, что основная борьба будет между Северо-Восточный федеральный университет, дальше Сибирский федеральный университет, Казанский университет и Уральский федеральный университет. 4 университета они должны были бороться за призовые места. Надо сказать, что определились лидеры. Северо-Восточный федеральный университет сейчас выходит на 1 место. Они показали стабильность, нормально сыграли, и сейчас они являются лидерами. На 2 месте уверенно идет команда Сибирского федерального университета. Сразу видно, что они очень теоретически сильно подготовились. Тренер у них тоже очень сильный. Молодцы, стабильно, хорошо выступают. 3 место Уральский и Казанский. Еще неизвестно, они будут за это место сражаться. Я очень рад нашим гостям, они все полные команды выставили, все знают все требования игры по шашкам. После проигрыша проигравший поздравляет победителя. Претензий со стороны участников еще не поступало. Я думаю, не поступит, потому что у нас очень опытный судейский состав.
мы все проводим согласно Шахматного кодекса России. Турнир, в общем, проходит в дружеской обстановке. Мне все нравится. Сама организация на высоком уровне. Соперники самые сильные. Например, я как непрофессионал могу сказать, что с трудом все партии даются. И вчера я играл с гроссмейстером. Он занял в турнире первое место и уверенно продержался весь турнир, не потеряв очко. Лично я борюсь за третье место и за общекомандное третье место. Мне очень нравится. Во-первых, я попала в Якутск. Да, тут достаточно холодно. Конечно, на Урале тоже погода не сладкая, но тут попрохладнее будет. Понравился студгородок. Вообще, как турнир проводится, это очень интересно, потому что это достаточно такое большое мероприятие, оно так спокойно достаточно проводится. Просто бывало иногда организатором некоторых мероприятий в Екатеринбурге нам помогала. И это все время горим, а тут так все спокойненько, аккуратненько. Команды очень сильные. Северо-Восточного федерального вообще очень сильно. Все остальные тоже на уровне играют. По итогам 7 туров были определены команды победителей. Третье место досталось Казанскому федеральному университету. Второе место заслужила команда Сибирского федерального университета. А победителем стала команда Северо-Восточного федерального университета. В Центре спортивной подготовки «Триумф» в рамках 5-го фестиваля студенческого спорта среди федеральных университетов сегодня начались соревнования по вольной борьбе. Участвует 7 команд по 7 человек, среди которых 16 мастеров спорта России. Борьба прошла насыщенно. Все нормально. Сейчас мы две команды выиграли. Сейчас в третью с крымовчанами. Сделал 2 схватки, оба удачно. Соперники тоже были сложные, но я постарался выиграть, их выиграл. В соревнованиях представлено 7 весовых категорий. 5 среди мужчин, 57, 65, 70 и 75 килограмм. И 2 среди женщин, 53 и 63 килограмма. Задействованы 12 судей. Среди них судьи международной категории Владимир Торговкин, Алексей Гоголев и Николай Николаев. Борьба проходит быстренько, как ожидалось. Сегодня до обеда был 1 круг, после обеда еще 2 круга ожидается. И уже выявляются лидеры команд, такие как Северокавказский, Сибирский, Северо-Восточный. В дальнейшем еще заканчивается последняя встреча 2-го круга, потом 3-й круг пойдет. Во второй половине дня в Республиканском центре национальных видов спорта «Мадун» были подведены итоги соревнований по масс-рестлингу. Северо-Восточный федеральный университет уверенно, могу сказать, заняли 1-е место. 2-е место тоже уверенно заняли Сибирский федеральный университет. Это уже будет командный итог. 3-е это надо будет выяснять, потому что там претендует Крымский федеральный университет, Уральский федеральный университет и Северо-Российский федеральный университет. Во всех федеральных округах проводятся чемпионаты и турниры по масс-рестлингу. Но они впервые воочию увидели действительно, как проводятся соревнования именно в городе Якутске, именно с национальным колоритом, именно в национальном виде центра, национального вида спорта. Это действительно они впервые ощутили. Ну а в конце насыщенного дня состоялся теоретический блок фестиваля на тему «Кадровый резерв студенческого спорта», где были проведены лекции на интересные для спортсменов темы. Мы в Якутске проводим всероссийский образовательный проект «Кадровый резерв студенческого спорта». Он организован при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Российского студенческого спортивного союза, Ассоциации студенческого баскетбола и Ассоциации студенческого молодежного спорта. Проект направлен на создание профессионального сообщества в виде молодых активных людей, которые являются и студенты, и спортсмены, и тренеры, и преподаватели в вузах.
для развития студенческого спорта, для придания ему нового импульса. Сейчас студенческий спорт в России, как вы знаете, на подъеме, и наша задача вооружить знаниями, передовым опытом, навыками, какими-то практическими умениями этих людей, которые молодые, активные, которых инициатива очень развита. Соответственно, наша задача им дать то правовое поле, то практическое поле, где они могут себя реализовать. Лучшие лекторы России рассказали студентам о важных сферах спортивной жизни, начиная от правовых вопросов и заканчивая спортивной журналистикой. Лекция – это правовое обеспечение студенческого спорта и спорта вообще. То есть моя задача будет познакомить слушателей с законом об образовании, законом о физической культуре и спорта, и другими подзаконными актами, которые связаны с этим. Студенты, которые здесь участвуют и показывают достойные результаты, имеют возможность получить очередные спортивные звания или разряды. Я могу рассказать, где это прописано, что для этого нужно, каков порядок этого всего мероприятия. Я думаю, что некоторым студентам это будет полезно, и они смогут завоевать свое первое или очередное звание, получить разряд какой-то спортивный. Также свою лекцию представила Вероника Дзвоник, главный редактор сетевого СМИ о студенческом спорте studentsport.ru. Вероника пообщалась со спортсменами на тему объективности спортивной журналистики, обсудила жанры, в которых удобнее всего рассказывать о студенческом спорте, и на другие не менее интересные темы. Прошедший день был невероятно насыщенным. И участники, и гости фестиваля получили мощнейший заряд энергии и обогатились ценным опытом, благодаря чему фестиваль для многих стал поистине незабываемым событием.